Начинать. И то, что хочу вам сейчас сказать об источниках информирования, это скорее будет рассказ о наших ресурсах, потому что источником информирования могут быть любые ресурсы, как мне кажется, все их нужно использовать. Понятно, что база реализации справочно-библиотеческого обслуживания библиотек, она постоянно расширяется, обогащается, изменяется, но, как мне кажется, нужно не забывать и о тех источниках, которые у нас уже есть. Поэтому начну я с традиционных источников. Это наши карточные каталоги. Мы их все еще продолжаем вести. Правда, к сожалению, не все. Но многие у нас, конечно же, уже законсервированы, но мы с ними все равно работаем, потому что система наших каталогов такова, что у нас есть старые рукописные каталоги, которые не внесены в электронный каталог, то есть есть нерекаталогизированные ряды, и без вот этих вот карточек, к сожалению, забыла вам сфотографировать, они просто еще очень красивые, со старым почерком, написанные чернилами. Конечно, он очень пыльный, грязный, но мы очень недавно переезжали, соответственно, мы его почистили, но без этих карточек найти книгу в фонде нельзя никак, потому что никакой больше другой информации о ней не существует. А так как у нас общий фонд составляет больше 40 миллионов единиц хранения, то, как вы понимаете, книжка где-то стоит, и никто не знает о том, что она есть. Ну, кстати, надо сказать, что наши коллеги-хранители, они регулярно все-таки проводят какие-то документальные проверки. И в прошлом году была найдена книга, которая была утеряна 40 лет назад. То есть она завалилась куда-то там между полками, между шкафом. В каталоге у нас стояла пометочка в карточном «нет на месте» какого-то там года, и книга вдруг нашлась. Это было, конечно, практически чудо, потому что вот эти вот пометки «нет на месте», это неофициальные наши пометочки, потому что когда книга утрачивается, и мы об этом знаем, да, составляется акт, и, соответственно, мы все, как бы, честно говорим, книга у нас по какой-то причине утрачена. А так как мы национальный депозитарий, мы вообще не имеем права книги не утрачивать, не списывать, мы их храним вечно, потому что мы национальное хранилище, у нас книги не списываются. И вот эти вот находки, они, конечно, потому что когда мы говорим читателю, знаете, книги на месте нету. Ну, как бы мы не можем ничего больше ему сказать. Это мы официально не можем признать ее утраченной, потому что нет акта, она там не утонула, там не, так сказать, развалилась, не украли ее, ну, ее просто нету, да, и вот такие находки, конечно, это очень интересно. Значит, что хочу еще сказать про каталоги. Генеральные каталоги у нас все еще ведутся. Читательские каталоги карточные, они, естественно, законсервированы. Вот здесь на фотографии это как раз, если кто-то у нас был, это читательский алфавитный каталог, который занимает целый коридор. Он законсервирован больше 10 лет назад, хотя мы все равно с ним работаем, потому что бывают моменты, когда карточка на книгу стоит только в читательском каталоге, а в генеральных каталогах ее по какой-то причине нет. Вот в качестве дополнительной работы, там группа использования каталогов, опять же, у нас этим занимаются, они сличают, проверяют вот эти карточки с генеральными каталогами, с электронным каталогом, подают сигналы на восполнение, и мы все-таки над этим работаем. Ну, потому что дежурство у нас, дежурный библиограф у нас в зале работает 6 часов, да, рабочий день у нас 8 часов, 2 часа еще человек чем-то занимается, то есть какой-то внутренней работой. То есть у нас 8-часовые дежурства только в выходные дни, потому что библиотека у нас работает без выходных. Выходной у нас один раз в месяц, санитарный день, последний вторник. А так с 9 до 9 в будние дни, с 11 до 7 в выходные мы работаем всегда, кроме государственных праздников.
И то читатели жалуются, что мы рано закрываемся. Вы не хотите до 10 работать или до 11, да? Ну, к сожалению, нет. У нас нам бы штат тогда надо в 2 раза побольше. Ну, это, естественно, работают таким образом отделы, которые занимаются обслуживанием. Да? Это вот наш отдел фондов и обслуживания, отдел комплектования и отдел каталогизации, они работают как обычные люди, пятидневка с 9 до 17:30, у них все хорошо. У нас сменный график, плавающий, да, то есть выходные могут быть и в будние дни, выходные могут быть и выходные, то есть у нас утро, вечер, день, ночь, да, это наша такая работа. Значит, извините, может, чуть-чуть не по теме, а вы ведь книги не выдаете на дом? На дом у нас книги выдаются только докторам наук, если книга в 2 экземплярах, да, не в одном, и сотрудникам, которые, сейчас стало с этим попроще. Раньше нужно было как минимум отработать 3 года, чтобы получить доступ к нашему внутреннему абонементу. Сейчас, мне кажется, уже дают такой допуск и где-то после года работы. А так, читатели у нас все работают только в читальном зале, да, только так. Книги, да, вот это первое, о чем мы предупреждаем читателей, что только в читальном зале мы работаете с книгой, на дом мы не додаем ничего, просто так. Вот, предлагаем всем работать до доктора наук. Такие, да, то есть у нас, да, такая система, поэтому, конечно, многие говорят, а почему, а как же так? И тут уже мы, конечно, рассказываем, что мы прежде всего национальный депозитарий, мы хранилище, национальная библиотека, мы храним литературу. Если у нас всего 2 экземпляра, и мы их оба выдадим, то каким образом дальше мы будем существовать? Нет, у нас даже у нас, естественно, есть книги, которые в одном экземпляре, и они на дом уже не выдаются никаким образом, они только читальный зал. Да. И еще бывает, что читатель придет ее заказывать, а книга у кого-то на заказе уже лежит, тут уже мы объясняем, что если человек в данный момент не читает ее, то вам может быть под залог вашего читательского билета, даже внутри библиотеки ее выдадут, и вы сможете ее посмотреть. Но если он где-то с ней сидит, то как бы тут уже что. Но это часто бывает, когда приходят студенты, все из одной группы, все преподаватель дал один и тот же список, и вот один пришел, книжку заказал, второй пришел, заказал, все 2 экземпляра закончились, и уже следующие товарищи, вы говорите, ищите, может, где-то ваши сидят сокурсники, вот и читайте с ними как-то вместе, потому что у нас их всего 2, да, то есть мы не учебная библиотека. Нет, у нас есть дополнительные экземпляры, но помимо основного фонда, вот хранилище у нас называется основной фонд, книжный фонд, основной иностранный фонд. Иностранные книги у нас все в одном экземпляре, это естественно, да, потому что они там приходят не по обязательным, а разными путями. Книги на русском языке у нас, как правило, в 2 экземплярах, но есть дополнительные экземпляры в подсобных фондах читальных залов тематических на самую спрашиваемую тему, да, то есть самые спрашиваемые, самые популярные книги мы стараемся еще докомплектовывать 3-й или 4-й в разных изданиях экземпляр, опять же, прежде всего, не для удобства читателей, а для того, чтобы сохранить экземпляр основного фонда. То есть вот эти дополнительные экземпляры домой мы все равно выдаем только как сказать, большими ограничениями. Так, вернемся к нашим каталогам. Значит, книжные каталоги у нас все равно охватывают не все наши фонды. Да? Вот каталог, генеральный открытый каталог книг на русском языке, он ведется только с 1725 года. То есть все, что было до 1725 года, до введения гражданского книгопечатания, это у нас хранится в отдельном отделе редкой книги, у них свои каталоги, и они в генеральный каталог не входят. И также они не входят и в электронный каталог. То есть, к ним доступ у читателей есть, но не просто уже это будет читателю попасть в отдел редкой книги, нужно получать какое-то разрешение, писать отношения, подтвердить, что он это хочет не для того, чтобы просто пойти старые книжки попробовать, а для какого-то научного исследования.
Поэтому алфавитный каталог генеральный и электронный в том числе у нас ведется именно с начала гражданского книгопечатания. Каталог книг на иностранных европейских языков, основной ряд у нас ведется с 1931 года. Есть еще разные ряды с начала 16 века на разных языках. Это тоже очень сложная система. К сожалению, сканирование иностранного карточного каталога у нас в какой-то момент прервалось, и, как я понимаю, дальше пока оно так и не идет. То есть огромное количество книг в электронном каталоге у нас все равно отсутствует. И поэтому библиографы и на дежурстве, и для ответа на запросы встают со своего рабочего места, идут в комнату, где у нас собраны генеральные алфавитные каталоги, и, соответственно, работают с карточками. То есть каталоги у нас все равно востребованы. Мы их никуда выбросить не можем. Предметные, с систематическим каталогом, я думаю, тоже тут в принципе все понятно. У нас он организован по таблицам ББК, только не для массовых библиотек, да, как вот во многих ваших рабочих местах, а у нас он организован по ББК для научных библиотек. То есть это не одна книжечка, там их 30, по-моему, томов, насколько я помню. Систематический каталог до сих пор он ведется, карточки в него ставят, но, как вы понимаете, с развитием электронных каталогов с этими каталогами работают очень немного. Только в тех случаях, извините, когда нужны те ряды, которые, опять же, не внесены в электронный. Предметный каталог у нас был организован в 1928 году, но в 2005 году мы его законсервировали, поэтому у нас его сейчас, то есть он есть, но он не пополняется. Пару слов скажу про картотеки. Картотек у нас много разных, мы сейчас говорим про именно карточные. Скажу про несколько самых известных. Значит, первая картотека у нас – это мировая художественная литература в русских переводах. У нас в библиотеке чаще всего ее называют картотека Умикян. По и фамилии ее создательницы Алиса Давидовна Умикян. Это уникальная картотека, которая содержит библиографические сведения о текстах переводов на русский язык произведений мировой художественной литературы, древние и современные, которые хранятся в наших фондах, о инсценировках произведений, сценариях, либретто и пародиях, работах о постановках пьес, экранизациях литературных произведений и рецензиях. То есть уникальность ее в том, что в ней содержатся данные, которых нет в наших основных каталогах. То есть сотрудники сами расписывают эту информацию на карточках. И, насколько я знаю, это делают сотрудники Генерального систематического каталога, это отдел каталогизации у нас, они до сих пор это делают. Значит, вторая картотека – это наша так называемая картотека Шпаргала, группа использования каталогов. Это разные случаи, которые что-то где-то искали, да, нашли, случай был необычным, заносится в эту картотеку. К сожалению, я не оставила примеров, но какие-то моменты, когда читатель искал как будто бы книгу, оказалось, что это статья или глава из книги. Вот такие сведения мы заносим в эту картотеку и сохраняем для того, чтобы в следующий раз не искать. Да, бывает, мы пользуемся. Справка это немножко другое. Архив выполненных запросов у нас немного по-другому ведется. То есть картотека, это историческая картотека. Сейчас мы, конечно же, ее не ведем на карточках. Именно вот эту картотеку мы ведем в базе. Но историческая ее часть, карточная, которая стоит, мы ею до сих пор пользуемся. То есть когда еще не было никакого архива выполненных запросов, группы использованных каталогов у него собственно нету. Практически более раннего до картотека Шпаргалов, да, это в принципе вы правы, это как архив выполненных запросов.
Про еще одну картотеку хочу упомянуть. Это наша картотека архитектуры Петербурга, Ленинграда. Тоже она называется по имени человека, который долго над ней работал, картотека Звягинцевой. Начата она в 60-е годы. Содержит она, это систематическая картотека, она содержит росписи, опять же, статей, сборников, журналов и газет. Это, опять же, та информация, которой нет в основных каталогах, потому что у нас каталоги только книжные, да, то есть только на отдельные издания статей у нас в каталогах нет по умолчанию. Поэтому это, опять же, рабочая картотека, с которой работают коллеги. Несколько лет уже ведется работа о том, чтобы перевести ее в электронный вид, но пока, так как картотека очень объемная, то работа не закончена. Еще один традиционный источник, я его уже упоминала, это наш подсобный фонд. У нашего отдела есть вот свой небольшой справочный графический фонд. На фотографии нашего зала, не пугайтесь, это не он, это просто, это вот тут вот маленькая вот эта вот полочка внизу, вот это наши справочники, остальное это основной фонд, это сразу справочная библиотека, где хранится основной массив справочников. У нас есть свой. Вот сейчас мы как раз и думаем о том, что у нас достаточно сильно сменился состав библиографов, и выясняется, что действительно люди не знают своего подсобного фонда. И мы с Надеждой Игоревной как-то пытаемся разработать, не знаю, какие-то занятия, что-то сделать, какие-то обучения, кто их будет вести из наших сотрудников, чтобы люди как-то вспомнили о том, что у них есть, потому что подсобный фонд, конечно же, пользуется мало, потому что нужно что-то быстро сделать, да, быстро осветить, выполнить запрос. Но для каких-то более длительных во времени разыскания фонд нужен. И мы, соответственно, да, книги из своего подсобного фонда мы тоже иногда выдаем читателям, потому что иногда бывает, что у нас основной экземпляр нужно заказывать, наш экземпляр стоит вот тут же рядом, соответственно, на полочке, да, мы читателям его выдаем. Но вообще книга выдачи по статистике у нас очень маленькая, это не наша основная работа, ну, поэтому она у нас есть, но она очень-очень небольшая. Значит, ну, конечно же, основным источником нашей работы являются наши электронные каталоги. Вот этот тут даже не полный список у меня влез, естественно, потому что их много. Основной каталог у нас электронный один. В 2013 году мы перешли на платформу Prima Exlibris, мы так на ней и работаем. В 2018 году обновилась версия, стала выглядеть она немножко по-другому. Хронологические рамки электронного каталога – это то, что произошла ретро-конверсия из сканированных карточных версий наших каталогов. Это с 501 года книги на иностранных и европейских языках, и, как я уже говорила, с 1708 года книги на русских языках, на русском языке. По видам изданий каталог у нас универсальный, он включает все книги, брошюры, авторефераты, сериальные издания, русские, иностранные, картографические издания, нотные, звукозаписи и так далее. То есть, к сожалению, не все отделы имеют свои каталоги электронные, у кого-то все-таки сохраняются карточные, но мы стараемся работаем над тем, чтобы электронный каталог отражал наиболее полно наш фонд, но пока все равно нет. Да, то есть у нас есть отделы, которые вообще живут без каталогов. И у них какие-то свои маленькие существуют, но, грубо говоря, читатель должен, например, у нас есть фонд групповой обработки, в котором собираются брошюры, буклеты, какие-то небольшие рекламные справочные издания. У них каталога
практически нет. У них все там тематический план издательский, у них там все сложено, с стопками, систематической своей расстановки, и как бы человек не приходит, они ему просто идут и ищут. Ну, как вы понимаете, это не очень удобно, откровенно говоря. То есть новые книги поступают к ним уже с записями в каталоге, а то, что у них до этого было, оно вот у них в таком виде. Значит, также через единое окно электронного каталога можно получить доступ и к полным текстам документов электронной библиотеки. То есть у нас раньше когда-то был отдельный электронный каталог, отдельная электронная библиотека. То есть, соответственно, ты книжку сначала здесь посмотрел, если нужна электронная копия, ты перешел в другое место, еще где-то посмотрел. То есть теперь у нас вот, с 2013 года у нас все единое, все в одном месте. То есть достаточно, в принципе, проверить в электронном каталоге. Да, конечно, бывает, что мы что-то в нем не можем найти. Ну, вот так вот выглядит наша поисковая строка простого поиска. Слева становится фильтров. Вот таким вот образом выглядит основная уже запись на книгу. И вот здесь вот я специально авторизовала в своем личном кабинете, чтобы показать вам, да, что у нас электронный заказ, он идет через электронный каталог. Да? То есть вот указано местонахождение книги Площадь Островского, это наше главное здание, где у нас хранятся книги старые до 1957 года. И, соответственно, вот эта кнопочка онлайн-требования, она создает уже само требование для предварительного заказа. Заказ у нас выполняется обычно 1,5–2 часа в обоих зданиях. Тут главное, чтобы читатель, заказав книгу, правильно приехал. Да? То есть вы дома можете это сделать предварительно, заказ мы принимаем на ближайшее время, 10 дней потом книга ждет читателя. Главное, чтобы он приехал за ней в то здание, в котором она его ждет, потому что между зданиями книги мы для читателей не возим. Это невозможно. Да, вот значит, вот здесь вот тут у нас создается заказ, создается электронное требование, да, мы его отправляем и уже получает читатель свои книжки там, где это ему положено. Таким же образом сотрудник может заказать книгу на наш вот индивидуальный абонемент, для того, чтобы взять ее домой, тоже через электронный каталог это возможно. Так, ну вот я уже упоминала об этом, еще расскажу. Сканированная версия алфавитного каталога нашего, с которым мы все-таки работаем, потому что иногда бывает такое, что в электронном каталоге записи нету, и нужно все равно найти шифр на книгу, мы его ищем, начиная с алфавитного каталога сканированной версии, потому что ты сидишь, да, вот за компьютером в своем рабочем месте, ты сначала делаешь все, что ты там можешь сделать сидя, а потом уже ты встаешь и идешь в карточные каталоги, и там уже это проверяешь. Запустили мы работу со сканированной версией, когда открыли наше новое здание, потому что там нету алфавитного карточного каталога. Да? То есть фонд разделили, а каталоги разделить было невозможно. Поэтому каталоги остались все в одном здании, а нам, соответственно, предложили вот пользоваться сканированной версией. Это уже... Это уже не первая версия сканированного каталога. Первая была совершенно ужасная, потому что делала это, естественно, у нас в подряде какая-то компания, которая вообще не понимала важности мероприятия, как мы предполагали. Просто люди брали вот так что-то из ящиков и закидывали в сканер, потому что там были карточки вверх ногами, вниз ногами, черные, мутные, кривые, косые. В общем, много времени потратили на то, чтобы это проверить. Но он сказал, конечно, проверять это просто невозможно. И какие-то массивы просто пересканировали, потому что таких массивов просто не было. То есть, это была такая история тоже непростая. И при этом генеральный алфавитный каталог книг на русском языке отсканирован целиком на момент 98-го, в конце, где-то в середине нулевых, наверное, мы закончили сканировать, потому что какие карточки попали, такие попали.
А что касается каталога на иностранных языках, то мне кажется, где-то сканирование застряло в середине. Поэтому очень многие книги, так они, собственно, только в карточных каталогах и отражены. Так, ну, с каталогами, наверное, все, что я хотела про них так кратенько рассказать. Немножко хочу сказать про наши подписные ресурсы. Вот так вот выглядит у нас страничка ресурсов на сайте библиотеки. К сожалению, в связи с прошлогодними событиями многие ресурсы нам, особенно иностранные, естественно, стали недоступны. Несмотря на то, что у нас были заключены договоры с агрегаторами, с издательствами, некоторые из них перестали предоставлять нам доступ. Ну, тут как бы, да, не надо объяснять почему. К сожалению, это так. То есть мы с этим столкнулись, и достаточно большой массив востребованных ресурсов у нас ушел. Все, что, как бы сказать, сохраняется, мы с этим продолжаем работать. Вот так вот выглядит наш путеводитель по ресурсам. Путеводитель создают сотрудники нашего интернет-класса. Работа ведется с 1999 года, но сотрудники, это громко сказано, официально по должности сотрудник интернет-класса у нас остался один. У меня в подразделении, да, интернет-класс состоит из одного человека, но как бы функции выполняют библиографы группы использования каталогов, поэтому интернет-класс у нас все-таки функционирует. Но вот не знаю, что у нас с этим потом мы будем делать, просто одномоментно вдруг от нас ушел, собственно, весь состав интернет-класса. Ну, там работали молодые девушки, которые все у нас скопом ушли, остался у нас один человек, и вот главный библиограф у нас, собственно, она курирует все эти проекты, но, естественно, она не может работать за всех и на двух площадках, да, поэтому функции у нас разделились. Значит, что касается путеводителя, он создан для того, чтобы упростить работу со списком ресурсов, да, не все читатели понимают, что где им нужно, поэтому по теме можно выбрать информацию нужную, да, нужный раздел, нужный ресурс, включена всегда информация о том, какой доступ, да, полный доступ, ограниченный доступ, на какие у нас есть глубина архивов, какая есть в данной сфере и так далее. То есть все ориентировано, когда-то так исторически сложилось, было на реальные запросы читателей, и мы продолжаем с ним работать и обновлять его, но, к сожалению, не всегда быстро актуализировать, но мы стараемся. Значит, когда вот мы столкнулись с тем, что часть ресурсов нам стала недоступна, то тут как бы наше правительство Российской Федерации все-таки как-то взяло все это в свои руки, и Российский фонд фундаментальных исследований РФФИ был переименован в Российский центр научной информации, и теперь они занимаются вот этой вот работой, на них возложены функции единого оператора централизованной национальной подписки на научные ресурсы. То есть они ее предоставляют всем, кто, соответственно, в этой системе работает, и в том числе и нам. То есть включая финансирование национальной подписки и доступ к этим электронным изданиям, научно-информационным ресурсам. Какие здесь плюсы? Ну, плюс понятно какой, то есть что мы вообще имеем доступ к каким-то научным ресурсам, потому что иностранные ресурсы, особенно технические или медицинские, они очень всегда были востребованы. Гуманитарные, как бы, в принципе, они и так у нас есть. Это главный, естественно, плюс. Ну, какой главный минус? То, что конкретная библиотека, участник, не может влиять на то, что выбирает научный центр. То есть, если раньше у нас наш отдел комплектования, та его часть, которая занимается иностранным комплектованием, мы, как информационно-биографический отдел, собирались, обсуждали, какие нам ресурсы нужны, какие не нужны, какие востребованы читатели. Мы все это обсуждали, готовили
сводки, справки, документы подавали это все нашему руководству, руководство уже решало, выделяет оно деньги на какой-то конкретный ресурс или не выделяет, да, то есть понятно ли из наших материалов предоставленных, что ресурс востребован и нужен, или непонятно. То сейчас как бы нас уже, грубо говоря, никто ни о чем не спрашивает, ну, поэтому мы работаем с тем, что есть. Ну, вот есть такой ресурс, мы работаем. Вот как бы все вот у нас так. Что касается наших отечественных ресурсов, то их вообще очень немного. Вы знаете, это буквально пару библиотек, которые имеют открытые доступы, и то в ограниченном количестве. Но что касается библиотеки Литрес, очень часто у нас про это спрашивают, то у нас мы предоставляем доступ, но ограниченный только на книги научного и научно-популярного характера, то есть мы не даем доступ нашим читателям к художественной литературе. Этим у нас занимаются городские библиотеки и районные. Мы предоставляем доступ к научно-популярным изданиям, и то с оговоркой, если их нету в наших фондах, потому что у нас очень небольшое финансирование в эту область уходит. То есть с Литресом мы работаем, но вот таким вот образом ограничено. То есть если человек хочет читать художественную литературу, мы предлагаем ему пойти в городскую библиотеку, потому что все-таки это не наш профиль, мы прежде всего научная библиотека. Так, значит, дальше хочу сказать, вот я уже упоминала о библиографических и справочных ресурсах. Я буду показывать и подробно рассказывать о тех, которые были созданы нашим отделом. Да, не забываем, у нас есть еще отдел краеведения и библиографии, они создают большие указатели фундаментальные, мы создаем указатели прикладного характера, то есть те, которые либо те, которые помогают нам работать с читателями, либо те, которые выросли у нас из каких-то наших же запросов и списков, ну и показались интересными. Значит, скрываются они тоже в разделе «Ресурсы». Первый хочу как раз показать нашу серию электронных путеводителей по справочным библиографическим ресурсам. Создают их и в настоящее время продолжают вести наши отраслевые, библиографы отраслевых групп. То есть они подбирают сведения, они подбирают эти темы. Все это обсуждается. То есть когда какой-то проект предлагается к созданию, мы обычно собираемся с нашим научно-методическим советом и решаем, нужен нам такой проект или не нужен. Если коллегия как бы аргументирует, то мы, соответственно, проект идет в работу. И вот у нас, несмотря на то, что мы научно-производственное отдел, у нас есть все-таки такой момент, как научная работа, да, мы там свой план по ним сдаем. Но вот одно из этих направлений – это создание наших пособий. Ну вот я вам для примера тут показываю путеводитель по архитектуре. У нас вот эта вот архитектура, астрономия, биология, литературоведение, тут, по-моему, все-таки не все, но может быть на странице, педагогика, транспорт и так далее. Они все, так как это серия, они все однотипные. Они являются, каждый путеводитель является частью вот этого большого проекта по созданию серии. Архитектура, насколько я помню, достаточно свежий проект. Включаются туда печатные издания и электронные ресурсы на разных языках. Но это, опять же, да, повторю, это не исчерпывающий путеводитель или указатель по теме. Это, грубо говоря, издание для начала работы. То есть, что мы предлагаем читателю для начала работы по теме. Значит, вот так вот он выглядит. Вот справа это оглавление полное, да, вот слева я вам показываю кусочек этого оглавления. То есть эти указатели прежде всего направлены на то, чтобы помочь удаленному пользователю. Да? Когда к нам приходит живой читатель, естественно, библиограф ему это все расскажет
словами, да, а удаленному пользователю дать какую-то информацию об основных источниках по нужной ему теме и, опять же, по справочным библиографическим ресурсам, оно как раз и выполняется с помощью вот этой вот нашей серии. Разделы там, да, вот обычно они состоят из 3 разделов. Это справочные ресурсы, библиографические пособия, базы данных и специализированные библиотеки, порталы и сайты. То есть, да, но, естественно, тут жесткий отбор, чтобы не был переполнен указатель, потому что, как я уже не рассказала, он нужен только для того, чтобы начать работу. Значит, следующее, что я вам хочу показать, это наш открытый библиографический архив. Это фонд нашего отдела. В нем собраны запросы, начиная с 1925 года. Дата это не случайно, это начало оперативного справочного обслуживания в читальных залах государственной тогда публичной библиотеки. Были выделены более сложные запросы, и, собственно, результаты их, они у нас сохраняются. Фонд этот достаточно обширный, составлен он из различной информационной продукции. Это запросы, списки, которые переросли потом в указатели. К настоящему времени у нас хранится порядка 40 тысяч запросов. Но проблема какая? Они хранятся в папках, да, то есть с 1925 года, как вы понимаете, они вот они бумажные, вот такие вот слева это, собственно, лист запроса. Запросы тематические, вот ЛФ это вот у нас группа, которая литература, филология, педагогика. Работать с ними, ну, не очень просто, да, в таком виде, при том, что наиболее спрашиваемые запросы, они продублированы на 2 участках, в 2 зданиях. К ним есть, к этому архиву, алфавитно-предметный указатель, потому что иначе в нем, естественно, ничего не найти, который тоже вот он продублирован, разделен на 4 части. То есть мы сохраняем свой архив, вот такой объемный, на этих листах, причем листы, как вы понимаете, они тоже разной степени сохранности. То есть бумага, она не очень живучий материал. Естественно, мы ведем работу над созданием библиографической базы данных, чтобы туда это все поместить. Но это просто неподъемная работа, она ведется уже несколько лет, и, естественно, контроля никакого нет. То есть в базу данных, вот так вот она выглядит у нас. В рабочем листе мы помещаем информацию, библиографическое описание самого запроса, сведения о местонахождении запроса, аннотация и сканированные копии мы тоже туда добавляем. Ну, то есть это все очень не быстро. Ну и также мы рекомендуем нашим коллегам запросы, которые у них не в виде листов, а уже в виде там файлов, да, например, Microsoft Word, тоже туда загружать, потому что вот дальше я буду говорить буквально пару слов про нашу базу учета запросов, потому что подробнее мы про нее поговорим после обеда. Она у нас ведется не очень давно и, соответственно, то есть сейчас у нас все запросы загружаются в нее, то есть фонд выполненных запросов, он у нас доступен из любого места. Но то, что было сделано до этого, я надеюсь, что наши сотрудники все-таки эти запросы хранят и не удаляют. Они лежат у них просто на компьютерах, и вот, собственно, недавно возникла такая ситуация, когда у компьютера полетел жесткий диск, а это был сетевой компьютер группы, на котором лежал у них архив запросов. И, к счастью, нашим специалистам техническим удалось восстановить всю информацию, но мы в очередной раз об этом стали говорить, потому что ну как же вы, почему вы в одном месте это все храните, все же пропадет. Что можно в нашу базу, в наш АБА загружать вот не только сканированные листы, можно просто сделать описание и загрузить туда документ Word. Все. Вот у тебя запрос будет лежать на сервере библиотеки, никуда не денется.
потому что с ними мы, естественно, работаем. Так же, как и с базой учета запросов, потому что бывают запросы, продолжающие уже начатые, то есть читатель прислал пользователю запрос, мы ему его сделали, отправили ответ, через какое-то время он пишет по мотивам своего предыдущего запроса какой-то другой, но освещающий уже немножко иные аспекты, да, и так как я являюсь оператором этой базы, то я проверяю по соответственным спискам. Если вижу, то я коллегам подгружаю новый запрос, пишу, что запрос от читателя, который присылал до этого по номеру такому-то, чтобы человек вспомнил, или они в группе распределили запрос человеку, который работал с предыдущим, потому что он уже в теме. То есть это опять же улучшает и качество работы, да, и ускоряет, потому что саму работу, потому что человек уже, если в этой теме работал, то он уже, как бы сказать, что-то в ней находил и, может быть, сделает это быстрее и лучше. Да? Понятно, что отраслевые библиографы у нас занимаются определенными отраслями, но все равно у всех есть, да, свои предпочтения. Вот, например, группа, которая работает по направлениям истории, филологии, там, культуры и искусства, да, кто-то больше занимается музыкой, да, кто-то больше занимается там, культурологией, кто-то искусством, кто-то архитектурой. Понятно, что все равно есть какие-то предпочтения. Когда есть возможность, да, заведующий группой распределяет запрос в соответствии с предпочтениями и специализацией человека. Ну, как такой возможности нет, да, когда люди в отпусках, на больничных и так далее, тут уже все делают те запросы, какие надо. А так, например, у нас есть кандидат в музыковедение, да, человек, который пишет докторскую диссертацию. Логично, что все запросы, связанные с музыкой, лучше давать ему, потому что он их сделает лучше и качественнее. Да? То есть это вот и заведующий группой, и, соответственно, заведующий и секторным отделом должен тоже это учитывать. Человеческий фактор, его никто не отменял. Да? Мы все люди, мы работаем с людьми, поэтому вещь такая достаточно важная. Так, ну, про учет запросов мы с вами еще поговорим, да, то есть, ну, опять же, да, вот наша база учета запросов, она используется и как фонд выполненных запросов или архив выполненных запросов, то есть посмотреть, поискать по ней же можно, ускорить такую свою работу тоже это возможно. Точно так же виртуальная справочная служба имеет у нас открытый архив выполненных запросов, то есть любой читатель, любому читателю предлагается, прежде чем оставить свой запрос в наш ВСС, поискать по архиву выполненных запросов, возможно, запрос на его тему уже выполняли, и, собственно, не надо будет уже это делать. И также сами операторы виртуальной справочной службы, вот первый запрос на слайде, ответ, собственно, здравствуйте, смотрите, ответы на такие-то запросы, да, то есть человеку предлагается воспользоваться уже готовыми запросами. Точно так же служба «Не могу найти книгу» у нас имеет архив выполненных запросов. Ну, это скорее, ну, она видна только сотрудникам этой формы, то есть не читатель получает свой ответ по электронной почте, но мы, естественно, ей пользуемся. Продолжая тему создания пособий, хочу вам рассказать об очень такой интересной вещи. Так, у меня там. Это создание интерактивного оглавления к электронным копиям адресных и справочных книг. Это был проект, созданный нашим отделом. Хочу просто сразу отметить, что в электронной библиотеке на одном из первых мест по спрашиваемости находятся адресные и справочные книги нашего города дореволюционные. То есть интерес людей к своим предкам, он не гаснет. Несмотря на то, что, мне кажется, в 90-е, начале нулевых был какой-то просто всплеск генеалогии, то сейчас, по-моему, какое-то возрождение всего этого возвращается. То есть это очень спрашиваемые издания, они были специально оцифрованы, но проблема в том, что если кто-то из вас пользовался адресными справочными книгами, то, наверное, видел, что работать с ними достаточно сложно.
То есть там много рядов пагинации, там сплошной текст, то есть отлистывать их целиком в поисках нужной вам информации очень-очень сложно. И совместно с нашими библиографами был реализован этот проект. То есть было создано интерактивное оглавление, потому что наша система управления доступом к электронному фонду, которая называется у нас Vivaldi, она позволяет переходить к определенному месту файла. И вот этот вот вариант навигации на основе HTML разметки, он, собственно, и был отработан при создании вот этих вот интерактивных оглавлений с помощью наших сотрудников. И вот здесь у меня даже есть статистика, которая показывает, что обеспечение поискового комфорта пользователя, она возросла после создания этого оглавления. То есть люди стали больше пользоваться, потому что стало намного удобнее. То есть, ну, вот, можно выбрать там года определенные, участки или, соответственно, по оглавлению фамилий, по определенной фамилии, и открывается сразу тот лист, к которому оно привязано, то есть не нужно это все листать. То же самое у нас было создано в свое время для полного собрания законов Российской империи, которые точно также невозможно листать подряд, да, я потом, мне кажется, где-то в коррекциях буду про это немножко говорить. И точно так же был увеличен, пошла наверх статистика по их использованию, потому что сплошняком просматривать невозможно. Ну, так как мы живем в городе Санкт-Петербурге, естественно, что ресурсы у нас по петербурговедению занимают достаточно большое место в нашей жизни. То есть вообще центром петербурговедения считается Центральная городская библиотека имени Маяковского, но наши библиографы группы литературы, филологии и искусств, они тоже очень много делают для этой темы. Здесь вот я хочу показать указатель, это не их, это указатель нас составляла наша группа, естественно, научно-технической литературы, наша по медицине, здравоохранения Петербурга. Опять же, да, указатель, как вы видите, небольшой. Он включает публикации отдельных изданий, статьи, сборники. Основой для него послужил список и ответы на запросы читателей по здравоохранению медицине Петрограда и Ленинграда, которые были подготовлены сотрудниками этой группы с 1957 по 1987 годы. То есть, да, из наших старых запросов вырос такой проект, уже, можно сказать, мемориальный практически, потому что его создателей уже многих с нами нет. Значит, вот такой вот указатель в свое время делала наша группа социально-экономической литературы. Хочу отметить, что, к сожалению, мы не издаем свои указатели, даже вот такие вот списки, которые выглядят как, сказать, которые можно издать в виде книги. Потому что издательство нашей библиотеки, оно не очень большое, это требует, естественно, средств. Чтобы продвинуть свой проект, это нужно не только собирать наш отдельский редакционно-издательский совет, это нужно уже подавать на рассмотрение в совет всей библиотеки, и наши коллеги не хотят этим заниматься, потому что ходить всех убеждать, что-то выпрашивать. Нет, мы просто публикуем наши списки на сайте, и они там себе лежат. Вот, собственно, пользоваться им можно, да, в электронном виде, да, но обычно в книжном виде, мне кажется, мы уже, наверное, лет 5-6 ничего не издавали. Последнее, по-моему, это было наше издание по, наверное, было Ленинград в Великой Отечественной войне в нескольких томах, и на этом, по-моему, это был совместно с кем-то проект. То есть это очень здорово. Так, что еще хочу сказать про библиографические справочные ресурсы. Наш правовой центр тоже занимается созданием путеводителей, то есть не только они обслуживают читательно-правовой системами. Вот, например, они создают указатели официальные периодические издания. Он разделен по субъектам Российской Федерации, включены туда
официальные периодические издания. С 91 года он ведется вот в таком вот виде. Он так вот он выглядит. Тут вот у меня показан раздел муниципальные газеты. То есть и правовой центр у нас, да, занимается каким-то своим отдельным проектом, потому что они дежурство, да, то есть люди надо чем-то закрывать свои рабочие часы, и опять же, чтобы это было с пользой, а не просто так. Ну, естественно, как источник мы используем и нашу электронную библиотеку. Подробно про нее мы с вами еще поговорим. В целом, что мне хотелось еще сказать. То есть, ну, на примере нашей работы видно, что количество библиографической информации в электронной среде, оно постоянно возрастает. Да, мы это видим, мы с этим живем. При этом, если говорить о комфортности поиска для читателей прежде всего, не только для библиографов, то невозможно аккумулировать в рамках одного поиска все релевантные ресурсы, все релевантные результаты, потому что они находятся на разных сайтах, электронные каталоги и базы данных, и библиотек, и каких-то учреждений, они отличаются все равно друг от друга и интерфейсами, и навигацией, и правилами создания запросов. И наша с вами, естественно, задача это все как-то охватить, да, сделать себе какие-то, вот, как у нас, мы вот эти вот наши путеводители, мы их называем такие подпорки для работы, потому что задача все-таки библиографа на дежурстве, да, это оперативно ответить на вопросы читателей. И не всегда это возможно с помощью нашего даже электронного каталога. А если мы пользуемся каталогами других библиотек, то они вообще сильно отличаются. Например, каталог на платформе Ирбис, он совершенно отличен от нашего, хотя вот как бы вроде как смотришь, вроде похоже, но все-таки нет. А у нас, вот, например, городские библиотеки наши все работают на Ирбисе, и очень многие университетские все работают на Ирбисе. Это вот мы отдельно немножко живем своей жизнью. И, то есть мне бы вот как раз видится, что электронные источники это, конечно, хорошо, онлайновые базы данных это все прекрасно, но традиционные ресурсы они все равно нужны, да, то есть и хотелось бы, чтобы и наши библиографы, и вы, и ваши библиографы работали и с традиционными ресурсами тоже, потому что никуда без этого все равно не деться. Все книги отсканировать нельзя, да, все перевести в базу данных тоже невозможно. И вот сейчас действительно, как мне кажется, у нас какой-то переломный такой момент в нашей работе. Именно встал вопрос о том, что люди не знают ресурсов, да, то есть как бы сотрудники немножко меняются, пожилые сотрудники, которые владели этой информацией, они уходят, и как бы их знания остаются как бы с ними, да, то есть они не передаются или передаются, может быть, не совсем так, как бы нам хотелось. Ну и надо сказать, что касается запросов простых, да, вот группа использования каталогов у нас в основном занимается уточняющими запросами, да, это ответ на вопросы, есть книга, нет книги, да, как заказать. У них запросов стало намного меньше после того, как наше руководство приняло решение не принимать нешифрованные заявки. То есть раньше читатель мог подать просто заявку на книгу, и, соответственно, библиограф уже занимался разысканием, постановкой шифра и уже передачей этой заявки в фонды. В 2001 году эта практика была прекращена. Теперь читатель должен подавать заявку с шифром или, соответственно, делать электронный заказ. И работы в этой группе стало намного меньше, потому что раньше у нас была норма 140 требований в день. То есть, да, у нас было там 5-6 человек за день, да, и у каждого
по 140 требований. То есть, представляете, какие объемы были работы, и как люди работали разнообразно. То сейчас это просто крохи, которые остались. То есть получается, что нам, грубо говоря, новые сотрудники приходят, нам не на чем их учить, потому что столько запросов нету. Да? То есть запросы же были разные, можно было показывать разные моменты, разные пути их выполнения. То сейчас новым приходится придумывать какие-то им задания, самим уже какие-то сложные случаи, потому что действительно надо учить людей мелочам. То есть как бы читатели сами справляются. И надо сказать, что и читатели немножко изменились в этом вопросе. Если раньше человеку нужна была какая-то книга, он ее прямо ходил за ней, бился, где вот мне нужна конкретная, то сейчас в основном это нету, нету так нету, давайте другую. Вот. То есть совершенно как бы, спокойно человек уже и не ищет ее сильно. Так, наверное, я куда-то отвлеклась. Так, какие-нибудь есть вопросы по нашей теме, про источники? Передатчик не нужно сделать? Вот, наверное,